После закрытия 2 контрольно-пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе 15 апреля 2016 года незакрытыми оставались еще 2 пункта пропуска в нижней зоне Галского района. Теперь и они закрыты. Согласно решению правительства Абхазии остался только 1 контрольно-пропускной пункт через Ингурский мост. Вот этот небольшой мостик и назывался раньше пунктом пропуска на Бакие. С этого дня по нему будет запрещено всякое хождение. По указанию президента Хаджимба, Кабинетом министров несколько месяцев тому назад было принято решение о закрытии этих пропускных пунктов от Абая и на Бакеви. Вот. И вчера был последний день работы этих пунктов. Остается единственный пункт пропуска – это КПП «Ингур», где исторически всегда можно было переходить с Абхазии в Грузию. Эти пункты, кроме вреда, нашей независимости не принесли. Здесь и собрались жители, у которых возникли вопросы по этому поводу. Вместе с ними были и наблюдатели из Евросоюза. Состоялся откровенный разговор. По словам вице-премьера, министра внутренних дел Аслана Кубахи, вопрос отмены закрытия пропускных пунктов не обсуждается. 2-й пропускной пункт от Абая также закрыт и в ближайшее время будет демонтирован. Мост будет демонтирован, он и не должен быть здесь. Вот. И если мы хотим защитить нашу государственность, мы должны границу привести в порядок. Наш стратегический партнер сегодня с нами. Мы должны воспользоваться, это вечно тоже не может быть, в плане укрепления нашей государственности. Укрепление границы – это укрепление нашей государственности. Если кто-то считает, что абхазскую государственность можно укрепить, открыв пункты пропуска с врагом, то он глубоко ошибся. Этого делать было нельзя, и впредь никогда нельзя этого делать. По словам местных жителей, им сложно добираться до контрольно-пропускного пункта «Ингур». Они утверждают, что дорога занимает от 15 до 30 минут, а потом еще 800 метров пешеходного перехода по Ингурскому мосту на грузинскую сторону. Для удобства местных жителей была заасфальтирована дорога, ведущая к Ингурскому мосту через нижнюю зону. Ее протяженность 28 километров. Раньше, чтобы преодолеть это расстояние, даже на автотранспорте понадобилось бы больше 2 часов из-за того, что дорожное покрытие пришло в негодность. Из российской инвестпрограммы была выделена сумма в 153 миллиона рублей, и летом 2016 года дорога была отремонтирована. Кроме того, по поручению президента Рауля Хаджимба администрация Галского района изыскала средства для улучшения транспортной инфраструктуры. Был запущен дополнительный автобусный маршрут до КПП «Ингур». Теперь в каждом селе Галского района курсируют автобусы. И добираться до КПП «Ингур» жителям не составляет труда. Никаких изменений нету по переходу между Абхазией и Грузией. Исторический переход между Абхазией и Грузией был по реке Ингур. И вот там будет, не напрасно абхазская власть около 150 миллионов потратила, чтобы эту дорогу сделать, чтобы людям было удобно. Хотя закрыть это давно вынашивалось, но для того мы тянули по одной простой причине, надо было дорогу построить, автобусы, чтобы ходили. 15-20 минут до Ингурского моста спокойно доезжают. По словам Аслана Кубахи, большинство недовольных закрытием контрольно-пропускных пунктов – это те, которые зарабатывали на контрабанде и занимались нелегальным бизнесом. Сегодня все, что делает абхазская власть, понятно даже нашим друзьям. А то порой мы что делали, нашим друзьям тоже было непонятно. А враги, они всегда будут вопить. Это их проблемы, это у нас проблем нету. Тот контрольно-пропускной пункт, который есть, вполне достаточный, он будет выполнять функцию гуманитарного пропуска, потому что многие действительно, которые живут в Гальском районе, имеют родственников в Грузии, они могут ездить, но не тогда, когда, как говорится, им в голову это все взбредет, а когда это возможно будет ездить. Потому что они должны потихонечку привыкать, в конце концов, что они живут в независимом абхазском государстве, есть здесь свои правила игры, которые определяют руководство страны. Одновременно с ремонтом дороги шла реконструкция пропускного пункта «Ингур». Увеличено количество пунктов проверки документов. Практически постоянно ведется разъяснительная работа среди населения. Это единственный контрольно-пропускной пункт между государством Грузия и государством Абхазия. Других пунктов нет, уже закрыто, вы сами были свидетелями. Так что, соответственно, здесь надо провести работы для того, чтобы этот пункт был действительно похож на государственный пункт.
пропускной пункт. Вокруг территории вы видите много пока непорядка. Мы все это в соответствии будем проводить. Завтра же будет мной подписано приказ о создании отделения милиции Ингур, который непосредственно будет подчиняться начальнику гальской милиции. Это отделение будет заниматься наведением порядка на приграничной территории. Работы по благоустройству контрольно-пропускного пункта Ингур будут продолжены. Рената Шакай, Беслан Джинджоля, Алхас Воба, Абхазское телевидение.